Испытано на себе. Дамы и господа, добро пожаловать в мирное местное время войск Солнца. Температура воздуха минус 13 градусов. Наконец, мы снова в городе Мирном. Вот Екатерина встретила меня. Молодежная ассамблея народов Якутии. Меня пригласили в город Мирный на фестиваль, молодежный фестиваль национальных культур. Называется он «В единой семье». В семье единой, да. В семье единой, вот. Это сегодня 30 у нас октября, 30 Да. и это будет 2 ноября, 2-3 у нас мероприятие. Так что буду спикером, обучу чему-нибудь людей, которые к нам придут. Направлению? По направлению, это на блок? Да. Направление это на блок. Новое направление нашего фестиваля. Да. Пока сегодня в Орлах, на несколько, 2-3 дня в Орлах, побудем там, а в Мирно вернусь 2 числа. И вот такие виды открываются с аэропорта сразу. Это сопка или это отвал какой-то? Это отвалы получается. Ага. А вот на баннере старом уже «Мисс Якутия» 2007 года Юлия Новгородова, моя однокурсница. Она сейчас живет в Чехии. И она с Мирного, да? Да, она с Мирного. У нас, получается, есть 2 образовательных учреждения. Одно среднее профессиональное обучение и одно высшее. Это Мирнинский региональный технический колледж, и высшее – это Политехнический институт, филиал Северо-Восточного университета федерального. И вот на базе Мирнинского колледжа в 2013 либо 2016 году, ну там надо будет уточнять по датам, они организовали, руководство колледжа организовали на базе колледжа молодежную ассамблею. Вот. Но она вот колледж именно, да, да? именно колледж, да. Но она действует именно среди... То есть туда входят только студенты первых, вторых курсов. У меня, получается, есть ребята, с которыми я работаю уже 3 года. Это они, когда пришли, были еще 8-классниками. В этом году они уже выпускники своих школ. И каждый год мы меняем свое название. То мы были волонтерами при Центре дополнительного образования, то мы были детской ассамблеей народов в прошлом году учебном. Ну и в этом году, в июне, мы, короче, вообще ото всех отошли организаций, при которых мы состояли. И теперь мы называемся «Молодежный актив Мирнинской ассамблеи». Вот. У нас, пока мы не являемся официально филиалом Молодежной ассамблеи народов Якутии, но я думаю, что после нашего фестиваля у нас в Мирном появится вот конкретный филиал Молодежной ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Вот я надеюсь на это, что мы найдем интересных, креативных ребят. То есть нам надо очень постараться, чтобы, да, это я на таком промежуточном этапе попал. Да, получается, вот хочется важным для развития. именно в сфере молодежной политики, да, хочется, чтобы молодежь, она есть активна, она всегда есть и была, но другой... Нам надо помогать. Да, надо помогать, создавать площадки, условия, координировать, быть наставником, тем более в год наставника и педагога. Да, сейчас же. Это же очень актуально. Вот Мирная, столица Алмазного края. Наш парк. Вот это Группа парк, Мир, да. Любимый парк. Многие жители здесь проводят свое время. Приходят после работы, ходят, мероприятия проходят. Мы тут, кстати, Мирнинская ассамблея народов все лето проводим здесь национальные праздники. Вот именно на этой площадке. Такие дома деревянные по всей Якутии. Да, это вот первые дома в городе Мирном. Сейчас у нас часть идет под снос, но по этой улице еще пока я не знаю. Ну, с виду еще нормальный, вот это вообще такой добротный. Ну, это уже... Это облицованные деревяшки? Да,
Кольцова, да. Здорово. Вот это улица шоссе Кирова. Сейчас мы проедем мимо нашего спортивного комплекса Кимберлит. Здесь, кстати, проходил в 2007 году чемпионат по футзалу, чемпионат мира по футзалу, да. Игры Дети Азии, тут часть тоже проходила по художественной гимнастике. А ребят много занимается? Ой, у нас очень много занимается. Еще вот в прошлом году, кажется, или в этом году, точно, в прошлом году ввели в компании такую новую фишку для детей. Все занятия в культурно-спортивном комплексе, независимо, да, спортивное, да, может быть, либо там театральное, певческое, 100 рублей в месяц. Здорово. Да, все дети несовершеннолетние. А спорт какой? Спорт от хоккея до разнообразный, футбола, да, плавание. У нас 2 бассейна есть. Все, мы приехали в управление культуры Мирнинского района. Испытано на себе. Пока катаюсь по Мирному, мы сейчас на Вилюйском кольце, туда к памятнику подойдем. Погода сегодня шикарная. Вот Иван, познакомились, напарник Николая Николаевича, пожарный, начальник караула. Начальник караула. Заодно у меня появилась возможность покататься на Ивана машине. Камрюха. Иван купил недавно, но пока еще... Ты права, да, сейчас оформляешь? Да, права Вот. оформляю. Николай Николаевич из Ирлаха, куда я сейчас должен ехать, он с ним сейчас сюда приехал. И пока он сейчас в поликлинике, медосмотр проходит, мы с Ваней катаемся вот по Мирному. И хорошо, что, кстати, я права взял, я же хотел их выложить. Да. Потом у меня мысль щелкнула, думаю, а вдруг это, ну что-то покататься придется где-нибудь. И вот, здорово, мне вообще по кайфу так по Мирному поездить все на машине. Так что спасибо тебе, это прикольно. Это тебе спасибо, ты же выручаешь. Ну, мы друг друга, получается. Взаимовыручка это называется. Да. Так, Без щас- этого в Якутии никуда. Ну. Прямо. Резко стал автоблогером. Здесь ангел у нас, он сверху на стеле. Да, погода сегодня вообще... Погода хорошая, мне нравится. В Якутске что-то пасмурно было несколько дней. Долгое время. Вот они, геологи, первооткрыватели. На самом деле, очень сильные люди. Это же вот они, считай, вот в походных условиях жили, там дальние расстояния проходили. Все это палатки, там и физический труд. Геологи и местный житель, проводник. Все им показывал, как легче пройти, как, тут же не освоено ничего было. Да. Тут, Но без них никак получается. Без него не Да, выжить. Вообще, да. да. И выжить в том числе. Ну, да. ты сам по себе, наверное, знаешь, что когда ты переезжаешь оттуда, с большой земли сюда, то, что тут не этот... Ну, Вообще не сориентируешься, да. Да. первое время, да, трудно. Мы доехали с вами до Центрального парка Вот как раз. города Мирный. Идем к цели. Сапли. Это как Центральный парк так и называется, интересно? Ну, парк. Я придумал просто это название только что. Летом приходишь, тут белок очень много. А, сейчас Тут где их все кормят, видишь, кормушки. Ага. Такие разные композиции из кустов связаны. Вот там. Сейчас, кстати, вот Ваня уточнил, зимой здесь в Мирном нет тумана такого сильного, как в Якутске. Тут мягче климат. Да. Мне нравится больше в мирном климате. А ты родился Прямо здесь, здесь, да? да, Мирнинск. Вообще местный, да? Ну, Местный, с местный. Мирнинского района, да. Ну, сначала в городе жили, потом родители переехали в Алмазно. Там уже. Сейчас в Алмазном, да? Да. Все? А это же этот, я сразу не понял. Избушка на курьих ножках, прикинь, только сейчас вот подошел, ноги эти увидел, лапы, прикольно. Я тебе и показываю. Да. Он этот. Баба Яга. Решит. Круто. Прикольно сделали. Слушай, это вот недавно все это? Ну, Или вот. сколько лет? Да это парк молодой, у него вот сделали нормально, вот только. Недавно совсем, да? Где-то год, да? Все же новое. Просто затычка. Пробка. И окна тоже декорированные. А, вот все-таки, да.
У этого помещения есть какой-то функционал. Тем не менее. Кто-то, ну, может... А кто у нас тут в гостях? Мне всегда видео собачки попадаются в разных местах. А? Только мне тебя покормить нечем, песик. Ты бездомный? Или как? Приютные. Не Может быть, расскажешь. бездомные. Ну, он чипированный, вроде. Да? Ну, вон. А, вон в ухе, да. А, Тут тут все у нас собаки. Вот. Серьезно? Да, Ух ты, у нас это нельзя, собак этих трогать нельзя, ничего, они вот. всё. трогать не как я погладить, Нет, а... в смысле обижать, ну. А, это вообще все собаки у вас так чипированы, да, все? Да. Здорово. Ну вот я тебе и говорю, вот этим мне мирные нравится. Это вообще отдельная тема. Видишь, как он хорошо подошел, чтобы... Да. Ребята, расскажите об этом обязательно. Голубые дома я тут захотел поснимать. Голубые дома. Супермаркет. Красиво смотрится, да. Здесь такой подъем. Сверху как бы в город въезжаешь. Мы же немножко круг вокруг города. Да. Да, ну не смысл. Или вы- Въезжаем в город со стороны третьей фабрики. Со стороны третьей фабрики. Вот, город почти знаю. Николай Николаевич к нам присоединился. Да ты что, ты опять меня снимаешь? Конечно, вы же всегда против. Чего, нормально? Я же сам, смотрите на меня, я сам такой же снимаюсь. Вон. Ну ладно. Не Я причесанный. думал, что ты меня не будешь выкладывать. Буду. Не. Люди уже... Тут прямо езжай пока зеленый. Мы сейчас прям через весь город проезжаем напрямую. Да. А, и там же мы как раз в сторону парка выйдем, да? Да. Он будет по левую сторону. Вот, я же говорю, ты уже ориентируешься. Ага. Это мы сколько с тобой? Пару часов катаемся по Да. городу? Видишь? Я говорю, он такой город. Удобный. Ну да, Ваня очень хвалит Мирный. Очень ему нравится свой город родной. Да, вот. И мне Синее очень здание, нравится. Вот это, по-моему, это раньше была типография. Здесь за этими зданиями шахта как раз Мир находится. А здание это промышленное, да, все вот эти? Да, ну это контура, Это все к карьеру относится, да? Да, Ну, Это засеяли, да? Не было вот этого всего? Деревья посадили. Чтобы это выглядело хоть как холм, да? Мэрон. Прикольно. вроде бы, да. Будет красиво смотреться. На аэропорт же вот эта дорога, правильно? На новый. Ну, аэропорт строит, вот я слышал, да? Да. Он когда? В 25-м году хотят или в 24-м? Да, 25-м же, да? В 25-м, да? 25-м. Это он где-то рядом здесь, да? Там вообще будет современное все, да, терминал? Да, современно. Здорово, вообще круто. Говорят, да. А этот аэропорт, по слухам, стоит прямо на Алмазной. Да, здесь место рождения нашли на этом старом лесу. А, где стоит аэропорт? Да. И хотят его разрабатывать Да, да, после да. этого? Вот этот. Все жители Мирного помнят эту трагедию. 8 человек, ребят, затопило в шахте. Их даже так не смогли поднять. Остались там навеки. Молодые пацаны все, да? Карьер Мир. И даты, да? Да, вот это машина. Начинали вот такими экскаваторами. Первые машины там, которые работают. Но это место мне уже знакомо. Так, друзья, снова я спустя 2 месяца после августа поднимаюсь по этой смотровой. Очень интересно сравнить. И даже сейчас, наверное, вставлю кадры для сравнения. Смотри, сколько воды. Сюда приезжают свадьбы и вешают тут. Как вот на мостах делают, а здесь делают на вот смотровой. И получается по краям все вот это отвалы с этого карьера. Карьер Мир. Эскаватор какой-то, да? Смотри, полет-то, ё-моё. Ну, мощно. Ходовка какая, блин, Мощно. не называем. Смотри, а вон результаты потом есть, все вроде. Вот результат работы вот там все вроде. Вот ради чего все эти старания многолетние. Даже они отсвечиваются, видно, у меня свет падает, Вот.
Ну все, на сегодня экскурсия по Мирному закончена. Надо отдыхать, я еще не спал всю ночь. Вот на въезде в город встречает такая стела. Мирный. 1957 год. Ленск, Мирный, Нирба, Вилюйск, Якутск. Невер. Большой Невер, наверное. Вот стих тут интересный. Были грузы направлены в Мирный страной. Шла колонна машин сквозь снега и тайгу. Напролом их шоферы вели словно в бой. Сквозь завалы по наледям сквозь не могу. И моторам машин помогали сердца. Эту тяжкую трассу пройти до конца, чтобы от первых палаток этажами до звезд на алмазной земле юный Мирный пророс. Встал как памятник тем, кто прошел в первый раз. Этот памятник всем шоферам зимних трасс. Шоферам, первопроходцам. И вот они, мужики, сильные духом. Я представляю, как было это сложно в то время. Техника была совсем другая. Условия были сложнее. Не было такого оборудования, какое есть сейчас. Те же обогреватели. Да. Испытано на себе. Нет, вот еду. Алмазный. Все, мы заехали в поселок? Да. Уже едем по поселку. Сейчас по делам сейчас. Справа школа новая. Обязательно сними. Какая современная школа построена. И архитектура такая интересная. Кстати, немножко на питерскую похоже. Это вот правда очень хороший признак. Сколько я вот по Якутии ездил и в разных маленьких поселках. О! Вот в разных маленьких поселках построены новые современные школы, детские сады, либо отреставрированы старые. Вот в Орлахе, например, детский сад, там ремонт идет. Здорово. Это значит, что думают о будущих наших поколениях. Признак развития. Спортивный комплекс молодежный. Сейчас, кстати, там ремонт тоже идет. Новая часовня построили. Как он, звонарь приходит и там... Место работы ребят, малая пожарная часть. Как раз Николай с Иваном в одной смене трудятся. Вот въезжаем в поселок Орлах, наконец-то, ставший уже мне, можно сказать, родным. Наталья Ивановна, наконец добрался я до вас. Да. Когда прилетел? Очень рад сегодня, вот ночью не спавший, да. Сейчас вот покатались по Мирному, здорово. Очень рад к вам приехать. Буквально спустя пару месяцев снова к вам. Вот. Хорошо. Будем рады. Кушать будем что-нибудь? Будем. Да, отлично. Мы очень рады. Давайте, да, я тоже очень рад. Да. Мгм. Мы сейчас вкусненько покушаем и будем отдыхать, да. Все-таки бессонная ночь уже дает о себе знать. Продолжим наши приключения уже завтра. Да. Да, мы все-таки будем договариваться, что, кого, куда. Да, еще надо договориться. Ну, всем приятного аппетита и большое спасибо за такую вкуснятину. За эти 2 месяца, пока меня не было, силами местных жителей здесь построена вот в Орлахе во дворе такая зона отдыха. Тут раньше было практически болото, такая территория, пришлось немало поработать. И вот беседку установили, скамейки, там надпись «Я люблю Орлах». Мне об этом еще рассказывали в августе, глава рассказывала поселка, что вот делают. Проект завершен, здорово. Я сейчас монтирую видео на следующий день и понял, что неполноценный Орлах показал. Хочу сегодня выпустить, быстро сделать. Вот немножко прогуляемся. Вон клуб ДК Тойхая, посвященный поселку Тойхая. Вот улица Центральная. Здорово просто посмотреть разницу еще. Летом же был в августе и зимой сейчас тут совсем по-другому. И хочу сходить к нашему домику, где мы оставались, жили. И там, по-моему, сейчас живет Галина Федоровна. Когда мы с ней встречались, кто видел видео, она рассказывала, что хочет тот большой дом продать, в котором мы были у нее в гостях, потому что им уже тяжело его обслуживать. И переехать сюда. И Николай Николаевич сказал, что они переехали. Вот сейчас попробую зайти в гости. Она еще не знает, что идет незваный гость. Но
Импровизация. Это мой стиль. Да, здорово, конечно, здесь зимой оказаться. А, гараж поставили. Не было же гаража. Ух ты. Да, гаража не было. Вот речка. Вот то бы я. По-моему, так. Купались мы в ней. Ну вот, Галина Федоровна, Николай Евсеевич зашел к ним в гости, поболтал немножко. Все, давайте, побежал я. Ну, снимать не стал там внутри. Поболтали. Так, и вот, смотрите, как классно. Вот тоже радуется, что в окно, вот, с утра просыпаешься, рассвет, солнышко. Такой вот, и вид на реку. Здорово. Гараж сделали. Вас как зовут? Николай. Тоже Николай? Николай, Да? А, очень приятно. Я вас, можно сниму чуть-чуть? Я всех снимаю. Это вот вы родной брат, да, Галина Федоровна? Да. Она говорит, вот хорошо, что помогаете, хоть есть кому помочь. Да, конечно. Ну, гараж, ага, он из этого, из сип-панели сделан. Ага. А, сип-панели же, да, они же внутри там сип-панели утепленные. сделаны все. И печки вот так отапливаете нормально, да? Печка отапливается. Выдержит. Ну, там машина ходит. А, И главное, так. ну да, без гаража никак. Да, ну ладно, всего хорошего, да, давайте, да. Пока. Николай Николаевич звонит, ты где? Я говорю, по пути зашел к вам сюда, к Галине Федоровне. А гараж вообще в другой стороне. Сейчас пойдемте туда. Ну, очень приятно так встретиться, конечно, с людьми. Вот наш дом. Сейчас я туда ходил на реку по пути. Детский сад, про который говорил, что в Орлахе. Его этим летом отремонтировали. Сейчас, наверное, уже закончена работа. Не то, что не знаю. Ну вот смотрите, трехэтажный большой детский сад. Вот гараж. Кстати, сегодня уже минус 20. Резко похолодало. Вот газель Николая Николаевича пока замороженная стоит. Там что-то надо. И в гараже у нас танкетка крутая. Ох, тепло. Здравствуйте, Иркин Батькович, говорю. Здравствуйте, Николай Николаевич. Да, я решил до вас дойти, потому что как-то нехорошо оставить без внимания Какого внимания? ваше супер увлечение. Да, это, как тебе сказать, супер не увлечение, это нужда. Тем более нужда. Да, техника нужна. Она, коль нужна, техника. Надо ее что делать? Привести в порядок. Надо привести в порядок и ее сделать. А вы один вот сами все это делаете? Ну, в основном, да. В основном, да? Как бы это. Как вообще в этом? Мне кажется, это как вот хирургия в этом всем Не разбираться. знаю, хирургия тут такой нет, просто оно это, маленькое желание. И? Что еще надо? Желание, да? И желание, знания, навыки. Тут много чего надо. Да. Ну, любой, мне кажется, может все это делать, сделать. Тут еще Николай Николаевич сделал целое машинное отделение. Почистил сам все, тут лишнее поубирал, чтобы можно было добраться куда нужно. Чтобы было простого. Ну, тяжеловато, да, тяжеловато. Кстати, в гараже очень тепло, и вот мне сегодня утром Николай Николаевич рассказывал, что он так вот сварил 2 бочки, чтобы больше тепла было, и они прям очень хорошо греют. Больше КПД, так сказать. КПД, да. Как бы напрямую не вылетает. Ну, теперь сюжет более полноценный, можно попрощаться. Все. Всем счастливо, до встречи уже в Мирном на наших мероприятиях. Испытано на себе.